Доброе утро, друзья! На календаре сегодня 3 августа, и эту неделю с вами вместе, дорогая любимая республика, просыпаюсь я, Дарья Анкехова, и, конечно же, телеканал Якутия-24 и НВК Саха. Вы смотрите программу «Утро Якутии». И сегодня наши коллеги подготовили для вас все самое интересное. Конечно же, это самые свежие и актуальные новости. У нас сегодня будут замечательные гости. Сегодня мы приготовим интересный суп, из чего вы узнаете чуть позже. И сегодня также мы поговорим об абитуриентке, которой всего лишь 9 лет. Поэтому оставайтесь с нами, просыпайтесь, и мы начинаем. В центральных районах республики температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 16-14 градусов. В заречной группе районов плюс 17, плюс 10. В южных районах 15-12 градусов выше 0. В Вилюйской группе улусов 17-11 со знаком плюс. В западных 15-14 градусов тепла. В Колымо-Индигирской группе улусов плюс 10, плюс 4. В Янских 11-6 со знаком плюс. На северо-западе 15-9 градусов тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 16 градусов выше 0. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 27 градусов. Но мы продолжаем наш утренний эфир и напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. Что это значит? А это значит, что, дорогие друзья, вы можете присоединиться к нашему утреннему настроению. Для этого вы можете отправить свои поздравления, свои сообщения, возможно, свои пожелания к нам на короткий номер. Вы видите его прямо сейчас на экране. Плюс 8 914 2 73 44 88. Также у нас активная рабочая инстаграм-страничка. Пишите нам туда, отправляйте свои картинки, фотографии, пожелания. И вы таким вот образом сможете попасть в утренний эфир программы «Утро Якутия». Ну а если вдруг вы пропустили эфир, либо хотите отмотать и посмотреть его заново, посмотрите его на канале YouTube. Все эфиры выкладываются туда ежедневно. Ну а сейчас самое время перейти к новостному блоку. Кристина Якупова, вам слово. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Вашему вниманию короткий дайджест новостей на сегодня. Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей родителям школьников для подготовки детей к новому учебному году стартовали накануне. В республике деньги получат почти 94 тысячи якутских семей на общую сумму более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Деньги выделяются на детей, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября, а 18 лет не раньше 3 июля с начала действия указа. Всего 1646 человек в республике получили разрешение на добычу охотничьих ресурсов, на которых устанавливают лимит добычи, кроме дикого северного оленя и соболя. Жеребьевку по их распределению провели 1 августа в Якутске с использованием генератора случайных чисел. Те, кто получил положительный результат, должны подать заявление через портал госуслуг. 4 якутских спортсмена стали победителями всероссийского турнира памяти Александра Федотова по боксу, который прошел в столице республики. Так, обладателями наград стали Николай Усов, Николай Григорьев, Игнат Сивцев и Сергей Семенов, который выполнил норматив мастера спорта России и получил специальный приз от Федерации бокса республики. Якутяне выиграли право выступить на чемпионате России, который пройдет в Кемерово с 25 августа по 5 сентября. План по заготовке сена выполнен на 30% в Хангалавском улусе. Потребность района в этом году составляет 32 606 тонн. В департаменте сельского хозяйства прогнозируют выполнение плана всего на 75% из-за засушливого лета. На сегодня аграриями улуса скошено 9,5 тысяч гектаров угодий, заготовлено около 10 тысяч тонн. В сенокосной кампании участвуют 445 звеньев, более 1100 человек, работают 578 тракторов. К этой минуте у меня вся информация. Сейчас самое время перейти к одной из самых любимых рубрик – это зарядка. Сегодня мы выполняем ее в стиле йога.
Доброе утро! Сегодня я вас познакомлю с направлением йога. Не вставая с кровати, мы с вами сделаем следующие асаны. Асаны – это у нас упражнения. Мы с вами удобно садимся, так, чтобы было бы вам комфортно. Выпрямляем нашу спину и самое главное, мы расправляем наши плечи. Левую руку мы с вами отводим в сторону, и правая наша рука тянется в сторону. Таким образом мы вытягиваем боковые наши мышцы. Переходим в центр, опускаем руку, переходим на другую сторону. И таким образом мы с вами вытягиваем наши обе стороны. Сделайте такое количество, сколько вам комфортно. Можно сделать и 6 раз, и 8 раз, сколько вам позволяет ваше время. Теперь мы снова тянемся вверх, таким образом мы растягиваем наш позвоночник. Макушкой вытягиваемся вверх, кончики пальцев сильные. Теперь мы с вами медленно опускаемся вперед, так, чтобы разгрузить наш поясничный отдел. И самое главное, разгрузить нашу спину от напряжения. Медленно тянем на себя пальцы и позвонок за позвонком себя возвращаем. Наша спина ровная. Теперь мы с вами раскрываем наш грудной отдел. Мы с вами чувствуем, особенно после рабочего дня, как спина устает. Мы переносим руки за спину, так, чтобы пальцы смотрели вовнутрь. Мы раскрываем с вами мышцы грудного отдела и чакра наша сердечная. Мы с вами прижимаем подбородок к гортани, плечи у нас натягиваем вовнутрь и расслабляем. Снова исходное положение, выдох. Снова мы с вами поднимаем грудной отдел, подбородок тянем к гортани. Смотрим на потолок, выдох. Теперь мы с вами возвращаемся в исходное положение, сплетаем наши руки по центру. Мы с вами будем прорабатывать мышцы в области лопаток. Медленно поднимаем, опускаем. Взгляд вовнутрь, можем закрыть глаза. Делайте тоже то количество, которое вам удобно. Раскрываете, лопатки стягиваете и обязательно делайте с другой стороны для выравнивания. Снова закрываете глаза и поднимаете, опускаете. Вверх вдох, выдох. Теперь мы с вами переходим к позе дерева. Позу дерева мы можем тоже делать очень удобно в положении сидя. Руки также поднимаем вверх, плечи не поднимаем. Опускаемся медленно к ноге и мягко вытягиваем мышцы. Также медленно возвращаетесь, и все то же самое мы повторяем с другой стороны. Соединяем ноги вместе, и мы с вами переходим на асану лодки. Называется она навасана. Мы с вами немного округляем плечи, выпрямляем ноги до конца, положение рук не меняем. Опускаем медленно, фокусируемся полностью в область пупка. Мышцы работают и опускаемся. Положение сидя посоха дает нам прочувствовать наш позвоночник. Теперь мы садимся в удобное положение и с вами переходим на гармонизацию женской и мужской энергии в мудре Намасте. Желаю вам прекрасного дня. И самое главное – это космическая энергия. Намасте. 11 августа 2021 года Общественная палата Республики Саха-Якутия проводит в онлайн-формате региональный гражданский форум «Здоровый якутянин. Здоровое общество», посвященный Году здоровья в республике. Целью форума является построение открытого диалога между представителями некоммерческого сектора, бизнеса, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Сегодня подробнее мы узнаем, как же пройдет это мероприятие. Для этого мы пригласили в студию нашего гостя Дмитрия Соловьева. Дмитрий Соловьев является директором исторического парка «Россия. Моя история». Дмитрий Иванович, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вот расскажите, пожалуйста, для чего проводится этот форум и чему он будет посвящен в этом году? Ну, этот форум, безусловно, проводится для того, чтобы консолидировать усилия наших общественников,
гражданского общества, всех его составляющих элементов и нашего правительства, органов государственной власти, муниципальной власти для того, чтобы находить общие пути решения актуальных, серьезных порой вопросов. И в этом году этот форум гражданский посвящен, как вы уже отметили, значит, здоровью, теме здоровья. Но мы в данном случае, конечно, сосредоточены в большей степени на вопросах не физического здоровья, сколько здоровья духовного, вот, чтобы, значит, наше общество было здорово, чтобы оно смогло решать те задачи, актуальные задачи, которые перед этим обществом стоят. Поэтому это в первую очередь участие активистов наших гражданских, общественных организаций, вообще некоммерческого сектора. Но так как в организации гражданского форума участвует Общественная палата республики, это, конечно, представители самых разных отраслей, и государственных, и негосударственных, и предпринимательства. Вот, это активисты различные, да, которые выдвигают свои вопросы. И в данном случае мы вот сконцентрировались на такой интересной теме, как здоровое общество, основа здорового развития нашей республики. Дмитрий Иванович, но мы уже упомянули о том, что это будет проходить в онлайн-формате. Вот как вообще это будет выглядеть, и кто и как могут стать участниками подобного форума? Ну, для участия на форуме можно зарегистрироваться на специально созданной для этого интернет-платформе. Это мероприятие yakutiy.rf. Сами мероприятия у нас пройдут действительно в онлайн-формате, но организовано 3 площадки. Это у нас республиканский медиацентр «Сахамедиа», это у нас общественный центр, это Курашова 24, это Общественная палата, и ВШИМ, значит, Высшая школа инновационного менеджмента, где соберутся основные спикеры, вот, эксперты. У нас планируется к подключению из самых разных областей и уголков нашей страны. Это очень приятно, что согласились участвовать здесь и эксперты очень серьезные. Ну, допустим, к примеру, какие спикеры будут? Ну, вот если... я должен буду, конечно, проконсультироваться с моим компьютером. Вот так, век новых технологий. Да, Видите, да, без да. этого никуда, да? Ну вот, допустим, у нас будет присутствовать на дискуссионной площадке современные научные технологии в воспитании здорового поколения, просвещенное родительство. Экспертом выступает Агличева Ирина Владимировна, директор Центра развития человеческого капитала «Люди будущего», ответственный секретарь комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. Комарова Ирина Ильинична, проректор по науке Международной педагогической академии дошкольного образования. На дискуссионной площадке роль общественного контроля в условиях современности будут присутствовать эксперты Таченов Александр Сергеевич, председатель Общественного совета Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. То есть это тогда достаточно уважаемые люди, и, соответственно, темы для обсуждения будут очень серьезные. Да, это более 10 крупных специалистов, экспертов разных структур, и правительственных, и неправительственных. Но в первую очередь, конечно, это представители общественных палат регионов и Общественной палаты Российской Федерации. Ну и, конечно, это не первый подобный форум, и у нас уже есть опыт, да, участия в аналогичных мероприятиях. Ну и, конечно, интересует результативность. Но прошел форум, да, столько спикеров, столько участников. А итогом всего этого что? Что мы ожидаем хотя бы? Мы ожидаем, конечно, принятия довольно-таки конкретных решений по наболевшим вопросам, которые сегодня стоят перед нами всеми. Вот. И участие представителей правительства, муниципальных органов, которые, кстати, активно здесь будут подключаться, это как раз-таки показатель того, что эти решения, предложения не останутся на бумаге. У нас планируется участие главы республики, руководителя, значит, органов исполнительной власти республики. Поэтому, конечно же, и вот здесь у нас есть секция «Общественный контроль», и Общественная палата, конечно, имеет свою систему контроля за исполнением решений своих, а иначе она зачем была бы создана. Вот, поэтому вот мы будем контролировать решение этих задач и, конечно, вместе продвигаться к их решению. Мы должны помогать нашим активистам, которое действительно у нас очень активное общество. Вы же видите в социальных сетях, в интернете, люди обеспокоены какими-то
проблемами, допустим, экология, или пожары, или вакцинация, да, тут мы должны с привлечением экспертного сообщества вот на таких вот дискуссионных площадках, круглых столах доносить до населения объективную информацию вот об этих вопросах. И в какой-то мере, где надо как-то посоветовать, как быть правильно, как правильно себя вести, да, направить в правильное русло вот те или иные, значит, интересы и, значит, обеспокоенность, скажем, да, наших жителей. В частности, вот если говорить о нашей площадке, которая называется «Культура и патриотизм. Основа духовного здоровья граждан». Вот на этой площадке собрались у нас представители культуры, представители общественности. И здесь у нас есть и спикеры, которые будут выступать по очень интересным проблемам. Допустим, Андрей Исаевич Борисов, государственный советник, у нас выступает по вопросу культуры Якутии, новый вектор развития. Сидоров Олег Гаврилевич, заведующий кафедрой журналистики СФУ, будет выступать по теме «Новые медиа. Влияние и безопасность». Вот вопросы безопасности в этой интернет-пространстве, в медиапространстве, это тоже очень важная тема, потому что сейчас мы же знаем, сколько, в общем-то, влияние идет через масс-медиа на сознание наших жителей. И иногда это не совсем проверенная, недостоверная информация, да, которая вот, вызывает определенный отклик. Да? И тут надо предпринимать какие-то тоже разъяснительные способы и меры. Дмитрий Иванович, Да. у меня возникает вопрос. Смогут ли наши жители стать вот именно участниками форума? То есть не просто наблюдать, а принять участие. Ну, допустим, задать свой вопрос. Или прям напрямую, да, либо внести предложение. Как это все возможно оформить, куда обратиться? И, конечно, это же должно быть все заранее отработано. И вот в этом случае что делать? Нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия якутии.рф и стать участником этого форума. Вот, то есть все просто. Всё Никаких ограничений, ни Нет. возрастных, ни территориальных, никаких. Для того это и гражданский форум, для того, чтобы гражданское общество, его представители участвовали активно в его работе. Спасибо большое, Дмитрий Иванович, что посвятили нас. Мы, конечно же, надеемся, что 11 августа пройдет у нас отлично, и результаты, самое главное, принесет уже в самое ближайшее время. Спасибо. Да, я тоже очень на это надеюсь. А вот у меня личный вопрос к вам, Дмитрий Иванович. Вот вы знали, что с сегодняшнего дня публикуются приказы о зачислении студентов на новый учебный год? Ну, в это время всегда Да. публикуются эти приказы. Да? Но и вот, возможно, совсем скоро случится сенсация, потому что на психологический факультет МГУ, возможно, поступит девочка, которой всего лишь 9 лет. Я слышал об этом. Слышали про это, да? Ну, о том, что туда поступают 12-летние и 15-летние подростки, уже таких историй достаточно много. Но о том, поступит ли туда девочка 9 лет, давайте узнаем прямо сейчас в следующем сюжете. 9-летняя Алиса Теплякова в своем юном возрасте уже успела сдать 4 ЕГЭ и пройти дополнительные вузовские испытания для поступления на психологический факультет МГУ. Сейчас родители Алисы в ожидании приказа о зачислении. В момент, когда школа по возрасту была готова зачислить Алису официально, и она уже готовилась к тому, чтобы сдавать 9-й. И понятно, что в этом возрасте вы не можете зачислить ни в 9-й, потому что там сидят 16-летние дяди и тети, не в 1-й, потому что ребенок знает программу 9-го. А все остальные условия по закону, индивидуальный учебный план и индивидуальный подход не работают. Они есть только на бумаге. Мама Алисы Наталья отметила, что у ребенка не было других вариантов, кроме как поступить в вуз. Меня сейчас даже в 4 класс не согласятся взять, а я уже 11 закончила. Абсолютно. Да, то есть А гимназия теперь Москвы классно, не мне даже готова ее разрешили. взять в 5-й, в 4 класс, даже по результатам вступительных. А университет ее по законодательству взять обязаны. То есть у нее просто не было вариантов других. Сама 9-летняя абитуриентка призналась, что любит биологию и информатику, однако не испытывает особого удовольствия от изучения истории. Алиса также любит рисовать, вырезать, смотреть мультики и придумывать новые языки. История нелюбимая, биология любимая. Информатика тоже любимая. Всего в семье Тепляковых 7 детей. Младшему сейчас всего месяц, а 7-летний Хеймик окончил 9 класс и сдал ОГЭ. Многодетный отец даже открыл семейный детский сад, где учатся в том числе и его дети. По словам Евгения, Алиса сдала экзамены в МГУ на психологический факультет на общих основаниях. Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что вуз постарается создать все комфортные условия для обучения девочки, если она поступит в университет.
Итак, мы продолжаем наш утренний эфир. Дорогие друзья, напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. У нас активная инстаграм-страничка, у нас есть WhatsApp номер. Пишите, звоните, поздравьте своих близких, пожелайте приятного настроения, либо поделитесь с нами. Напоминаем вам о том, что нас смотрит город Мирный, Нерюнгри, Алдан. Пишите нам. Мы очень любим, когда вот именно с других далеких уголков нашей республики пишут нам и вот таким образом попадают в прямой эфир «Утро Якутии». Мы ждем. Ну и напоминаем вам о том, что каждый вторник в нашем эфире мы подводим итоги акции «Стоп коронавирус». И сегодня мы тоже обязательно озвучим тех самых счастливчиков, кто получит смартфоны. Ежедневно мы следим за сводкой о ситуации с коронавирусной инфекцией. И чтобы остановить ее распространение, важно каждому из нас, конечно же, вакцинироваться. В республике уже 3-ю неделю проводится акция по стимулированию и поощрению вакцинированных «Стоп коронавирус Якутии». И мы сегодня готовы огласить итоги акции за прошлую неделю. Напомним, что в течение недели, то есть до 20 часов вчерашнего дня, граждане, получившие первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции, могли подать заявку для подтверждения участия в акции на портале eyakutia.ru. И сегодня мы узнаем, кто же становится обладателем смартфонов. Ну и давайте выведем результаты на экран. Итак, дорогие друзья, прямо сейчас вы видите результаты подведения итогов за прошедшую неделю. Напоминаем вам о том, что итог, знаете, простой. Перед вами вы увидите сейчас формулу, как высчитывается это. Берется общее количество участников, и мы умножаем количество участников на 4 последних цифры курса долларов США в рублях по Центральному банку Российской Федерации. Вот вы видите, количество участников за прошлую неделю было 358 человек. Во-первых, мы умножаем по курсу доллара, и вторую цифру мы выводим из курса евро. Итак, вам видно, да, дорогие друзья? И победитель номер 1 – это номер заявления под номером 1240805. Это житель города Якутска, чей телефон номера заканчивается на цифры 1813. Второй победитель под номером 276. Номер заявления – это 124469. Это также житель города Якутска, телефон номера заканчивается на 1206. Я надеюсь, в принципе, ситуация, она достаточно легкая, здесь ничего сложного нет, да. Ну и хотелось бы напомнить, что в связи с тем, что по данным Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия выявились нарушения среди участников предыдущих недель, сегодня мы подведем еще и второй итог. Вместо аннулированных решений победителями определены следующие люди. Победитель номер 1 – это участник под номером 1236224, житель Вилюйского района. И победитель номер 2 – это участник под номером 1242782. Это житель Намского Улуса. Дорогие телезрители, мы призываем вас, конечно же, участвовать в подобных акциях поощрения, но будьте внимательны при оформлении вашей заявки. То есть вы получили вакцину, зайдите вы на портал eyakutia.ru и самое главное, грамотно и правильно заполните. Потому что вот такие ошибки случаются именно в связи с человеческим фактором. Неправильно отмечают галочку, неправильно отмечают дату вакцинации. И вот здесь происходит небольшой нюанс. Но я думаю, наши телезрители очень грамотные люди, и в следующем у нас такого не будет. Хорошо? Ну, вот так вот. И я думаю, замечательно. Сегодня аж 4 человека получают смартфоны. Вот так вот. Ну и, конечно, не забываем, вакцинация – это сейчас единственная возможность защитить себя и своих близких от коварного коронавируса. Поэтому будьте активны и все-таки вакцинируйтесь. Это поможет многим из нас. Ну а мы движемся далее. На прошлой неделе мы разбирали, как правильно ставить ударение в слове «йогурт» либо «йогурт». То есть мы уже знаем, как его правильно говорить. Сегодня мы предлагаем вам новое гастрономическое слово. Все-таки тефтели или тефтели? Доброе утро.
О словах, которые мы говорили раньше, ударение всегда было жестко фиксировано. Вот только так, а не иначе. Другое дело слово «тефтели». Кстати, произносить предпочтительно именно «тефтели» с ударением на середине слова. Хотя разнобой в этом произношении этого слова, он зафиксирован и орфоэпическими словарями. И это не редкость, потому что разнобой в этих словарях объясняется языковым вкусом лексикографа, то есть человека, который составляет словарь, или его пониманием нормы, ну и многими другими факторами. Так, в словарях, которые ориентированы на работников радио и телевидения, очень часто дается жестко только один вариант произношения, даже если существует абсолютно равноправный другой вариант. А в словарях, рассчитанных на широкий круг читателей, таких как мы с вами, может быть и два ударения, потому что автор хочет показать, как развивается норма, как она меняется, ее динамику. Поэтому в словарях часто мы найдем с вами правильное произношение и тефтели, и тефтели. Давайте говорить правильно. Давайте говорить правильно. Как говорят ученые, читающие люди гораздо меньше подвержены риску набора лишнего веса. Читающему человеку не требуется калорийная пища, чтобы справиться с тяготами скучной жизни. Что ж, можно попробовать и такую книжную диету. А чтобы вам было проще определиться с выбором книги, смотрите нашу следующую рубрику. Первая книга, которую хочется представить нашим читателям, это «Учитель Дымов». Роман написан Сергеем Кузнецовым. Эта книга семейная сага о 3 поколениях. В каждом поколении есть мужчина, который делает такой разный, но похожий выбор. Все они так или иначе связаны с преподаванием. Также хочу показать вам книгу «Первый после Бога», автор Татьяна Соломатина. Она известна тем, что писала сценарий к сериалу «Тест на беременность». У нее есть известная книга «Акушер Х». Сама автор была акушером-гинекологом в прошлом, поэтому книга является отражением ее практики в прошлом. Так сказать, тут есть и юмор, но вообще, конечно, книга будет больше интересна женщинам. Также у нас есть из поступлений книга Бориса Акунина «Просто масса». Искушенный читатель знаком с циклом книг о следователе Расте Фандорине. И здесь главным героем выступает его помощник Масахиро Сибата. После 40 лет он возвращается в Японию и начинает увлекательное расследование. В книге есть много иллюстраций, которые так или иначе посвящены японской культуре, японскому искусству, что делает сюжет более запоминающимся. И, конечно, как и все произведения Бориса Акунина, это всегда такой закрученный сюжет. Любителям этого цикла должно понравиться. Легкая такая книга, токсичная книга – это сборник рассказов, который собрал автор Александр Цыпкин. Все это истории, рассказанные таксистами, по большинству случаев в Израиле. Вы знаете, что к таксисту всегда садится незнакомый человек, и попадаются такие истории, которые можно отнести к курьезным и анекдотичным. Одного водителя остановил сотрудник ДПС и намекнул на, так сказать, на вознаграждение. Водитель ему ответил: «Командир, может, договоримся?» Тот отвечает: «Ну ты сделай предложение, выходи за меня». То есть тут есть и такие короткие, есть, конечно, и подлиннее. В любом случае, эта книга поднимет настроение. Так что приходите и читайте. Конечно, приобретайте книги, читайте, это всегда полезно, и это замечательное времяпрепровождение. Ну а наш эфир продолжит обозревательный блок. Впереди новости. Кристина Якупова, вам слово.
В Якутии началась практическая реализация программы сопровождаемого проживания людей с инвалидностью. Первые участники заселяются в специально оборудованные квартиры в Якутске. Задача этого проекта – адаптировать людей к проживанию дома или в условиях близким к домашним. Всего в проекте участвует 37 человек. Выплата к школе началась досрочно. Согласно указу президента от 2 июля, накануне нового учебного года, Пенсионному фонду поручено произвести выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Первоначально старт выплат был запланирован на 16 августа, однако 28 июля президент предложил начать выплату со 2 августа. Якутия и Корея обсудили перспективы сотрудничества в сфере высоких технологий. В Москве состоялась двусторонняя встреча между представителями республики и Корейского института финансовой индустрии. Главной темой стало возможное сотрудничество в сфере технологий биоумного города и высокотехнологичных тепличных комплексов, которые созданы для регионов со сложными природно-климатическими условиями. Корейские инноваторы отметили, что проект базируется на принципах экологичности, высокотехнологичности и социальной ответственности бизнеса. Российский курорт Сочи планирует принять в августе около 900 тысяч туристов. Об этом написал мэр города Алексей Капайгородский в своем телеграм-канале. По его словам, в последнюю неделю июля доля гостей, заселяющихся с сертификатом о вакцинации либо со справкой о получении первого компонента, составила порядка 40%. С 1 августа для заселения в средства размещения необходимо предоставить ряд документов. Данные требования распространяются на санатории, пансионаты, отели и малые гостевые дома. На этом у меня вся информация. Коллеги, передаю вам слово. Сегодня на календаре 3 августа и отмечается сегодня Международный день арбуза. Я думаю, навряд ли можно найти человека, который неравнодушен по такому сочному лакомству. И сегодня, я думаю, будет замечательный повод вечером приобрести арбуз и отметить этот праздник. На календаре 3 августа. Сегодня отмечают День арбуза, День поцелуев с зеркалом, День кучки орехов. Народный праздник Ануфрий Молчаливый. В этот день на Руси почитание Ануфрия Молчанника проходило непривычным образом. Люди работали, но и все действия выполняли молча. Ни единого лишнего слова не произносилось. А если уж и надобно было что-то сказать, старались обойтись 1-2 словами, не более. Если ночь на Ануфрия Молчаливого свежая и прохладная, значит зима наступит рано и будет холодной и долгой. В этот день началась первая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба в Новый Свет. В 1916 году на воду был спущен ледокол «Святогор», один из первенцев ледокольного флота России. В Ростове-на-Дону стала работать первая в СССР автоматическая телефонная станция на 6000 номеров, построенная при содействии шведской фирмы «Эриксон». В 1980 году в Лужниках прошла торжественная церемония открытия 22-х Олимпийских игр в Москве. В этот день родились Борис Курчатов, советский ученый-радиохимик, доктор химических наук, профессор, брат Игоря Курчатова. Дональд Биссет, английский детский писатель, художник, киноактер и театральный режиссер, мастер короткой сказки с неожиданным сюжетом. Анатолий Алексин, русский, советский и израильский писатель, сценарист и драматург, автор книг для детей и юношества, общественный деятель. Мария Биешу, молдавская и советская оперная и камерная певица, педагог, народная артистка СССР, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР. Николай Бурляев, советский российский актер и кинорежиссер, народный артист России, лауреат премии Ленинского комсомола, член Союза писателей Российской Федерации. Именины отмечают Ян, Федор, Теодор, Семен, Роман, Петр, Иван, Егор, Евгений, Георгий, Анна. Итак, я готова сегодня удивить всех зрителей нашей республики вкусным, наверное, таким
летним арбузным блюдом. Я не знаю, блюдо это или нет, но, в общем-то, мы сегодня готовились к эфиру. Знаете, далеко не секрет, что из арбуза делают различные коктейли, из него делают варенье. Даже вот кожуру ту самую великую используют. И все, наверное, пробовали в жизни. А вот суп из арбуза – это что-то новенькое. Ну, по крайней мере, на моем веку, да? Итак, предлагаю вам сегодня вечером приготовить суп. Это аналог, возможно, окрошки, но более такой сладенький, соответственно, вкус. Для этого нам понадобится, ну, примерно 200-300 грамм сочного, самое главное, спелого арбуза. Также нам потребуется огурец в количестве 1 штучки. Далее обязательно потребуется нам лимончик. И самое главное, аромат придаст нам вот такая пряность, как базилик. Базилик бывает 2 видов, да, но он бывает зелененький, бывает сиреневый. Мы приобрели сегодня зеленый. Ну, вот так вот. Далее все очень просто. Во-первых, нам необходимо с вами арбузную мякоть порезать кубиками около, ну, примерно по 3-2 сантиметра. И у нас это все нужно будет опустить в блендер. Итак, все это делается очень просто, вот так. Мне кажется, даже дети справятся с этим заданием, да? Убираем кожуру и режем на такие мелкие кубики. Кубики для блендера. Косточки можно оставить, ничего страшного. Ну, вот так вот аккуратненько порезали на кубики. Хотелось бы отметить, что содержание белков и жиров в этом сочном арбузике близится к нулю, поэтому это диетический суп. Итак, складываем вот сюда наши кубики, ну, где-то треугольники, где-то кубики. Так, далее мы туда же измельчить нужно будет 2/3 огурца. Внимание, лишь 2/3. Для чего? Объясню потом. Вот у нас половинка, отсюда немножко оставляем. Эти части мы откладываем, запоминаем. Итак, туда же кубиками огурчик. Кубиками огурчик. 2/3. Так, если сравнивать арбуз и сравнивать огурец, то количество воды, как бы странно ни звучало, больше в арбузе. Порядка там 95% и лишь 90% у арбуза. То есть вот такое сравнение. Итак, 2/3 огурчика порезали. Вот сюда же. Далее. Остальной арбуз мы запоминаем, откладываем вот сюда в сторону. И вот наши еще огурчики вот сюда сложили. Дальше мы с вами все это дело перемешиваем в блендере. Так, подождите. Вот так вот и поехали. Вот так вот. То есть мы готовим огуречно-арбузовое пюре. Так, поглядите на вот эту жидкость. Посмотрите, вот такое пюре у нас. Вот такое. Ароматы. Так, хорошо. Дальше, что мы делаем? Вот, ой, мы опускаем вот сюда. Закрываем устройство. Вот такое получилось у нас пюреобразная такая вот масса. Ароматы прекрасные. Далее мы берем лимон. Лимона нужно побольше, товарищи. Ну, конечно, это на любителя. Мы вот в наш супчик выдавливаем лимона, не жалеем. Лимончика обязательно. Дальше. Ну и теперь вот сюда мы должны будем порезать те самые огурчики кубиками. Это вот как примерно в окрошечку, да? Уже мелкими кубиками. Вот сюда добавляем наш оставшийся огурчик. Так. Дальше еще огурчик у нас остался кубиками. Ну и, конечно, все это дело мы должны будем завершить ароматным базиликом. Сочетание арбуз и базилик достаточно популярно. И вот так вот. Вот этот. У меня здесь такие ароматы. Знали бы вы, дорогие друзья,
что здесь у меня происходит. Вот базилика мы добавляем. Но опять же, это все на глаз, на любителя, потому что, и, кстати говоря, можно добавить мяту. Ну, и, кстати говоря, кинза тоже практикуется в подобных летних супчиках, но все-таки базилик, он помягче. Лучше использовать базилик. Ну, в общем-то, вот такая вещь. Летний, ароматный, вкусный и арбузный суп. Самое главное, так же, как и с окрошкой, необходимо его лучше охладить. Для этого мы упакуем пищевой пленочкой. Так, вот такая красота. Вот такая красота, вкусная, арбузный супчик. Я показываю телезрителям. Вот он, этот супчик. Упаковываем пищевой пленочкой и оставляем в холодильнике на часик. После этого можно употреблять его. И самое главное, это кладезь полезных элементов и витаминов. Вот так вот. Легко, вкусно и свежо. А самое главное, все это очень полезно и доступно сейчас, потому что сезон арбузов, огурчиков, он уже прям в самом разгаре. Ну а мы продолжаем наш эфир. Дорогие земляки, до 15 августа 2021 года проходит общероссийский конкурс «Город трудовой доблести». Город нашей республики Алдан участвует в этом конкурсе. Я призываю вас проголосовать и доказать, что якутяне являются инициативными людьми с активной гражданской позицией. Я искренне верю, что мы победим в этом конкурсе, и город Алдан получит звание города трудовой доблести. Дорогие телезрители, мы напоминаем вам о том, что продолжается голосование за право присвоения звания городу трудовой славы, городу Алдану. Накануне наши корреспонденты вышли на улицы Якутска и узнали у жителей столицы, какие факты они знают о славном городе Алдан. Что вы знаете о городе Алдан? Ну там золото добывают, оленеводы живут. Ничего. Ничего, если честно. Это где-то в республике Саха-Якутия. Добывается уголь, там разрезы. Ну, там горная промышленность, короче говоря. Знаю, что промышленный город. Ну, город Алдан один из, по-моему, 13 городов в республике Саха-Якутия. Их не так много. Там порядка, по-моему, 15 тысяч населения, если я не ошибаюсь. И вроде там золото добывают. Ничего не знаю. Ничего. Город золотой, Алдан происходит от слова золото тюркского, если не ошибаюсь. Верно? Да. Райцентр Республики Саха-Якутия. Верно? Очень замечательный город, там живут замечательные люди. Ну и кроме того, это еще одна из центров притяжения, железнодорожный узел наш транспортный. Если честно, я очень мало о нем знаю. Это такой маленький город. Кажется, он промышленный. Что еще? Находится южнее. Зима там, значит, теплее. Дорогие друзья, напоминаем вам о том, чтобы проголосовать за город Алдан, зарегистрируйтесь и отдайте свой голос на сайте трудовойалдан.ру. На сегодняшний день проголосовало более чем 8 тысяч человек, а нужно набрать 200 тысяч. Поэтому давайте будем активнее, поддержим город Алдан. И давайте самые активные районы, напомним вам. Алданский, конечно же, район голосует за Алдан. Нижнеколымский район голосует за Алдан. Оленёкский, Эвенкийский, Сунтарский район, Усть-Майский и Устьянский. Вот город Якутск. Давайте мы тоже все объединимся и проголосуем за Алдан, потому что, возможно, именно звание город трудовой славы достанется ему. Все очень просто, нужно лишь отдать свой голос. Итак, вот такие мнения мы услышали на улицах нашей столицы о том, что же знают якутяне о городе Алдан. Ну, а сегодня у нас на связи Оксана Гусакова. Она является директором Алданского историко-краеведческого музея. Оксана Михайловна, доброе утро.
Доброе утро всем из Золотого Алдана. Мы желаем вам вообще вот прекрасного настроения. Вы такая лучезарная, яркая. Прям видно, что в Алдане уже вовсю кипит жизнь. Да, это точно. Вот мы только что посмотрели сюжет, да, что люди знают об Алдане. Ну и, конечно, первый ответ на первом месте – это, конечно, золото. Расскажите несколько фактов об истории города, помимо того, что там вот именно золото. Да, у нас очень интересная история нашего города и района. Начало было положено в апреле 1923 года, когда было решено Якутской молодой республикой направить первую якутскую трудовую артель по добыче золота на Алдан, район рек Тамот и Артасала. Возглавлял эту артель латыш Вальдемар Петрович Бертин. И уже 19 июня 1923 года, исследовав район рек Артасала, они шли по сухому ключу на тот момент и заметили дым от костра и палатку вольного старателя якута Тарабукина Михаила Прокопича, где он добывал золото со своими сородичами, со своими родными местными жителями Алданского района, это ивенками. Когда уже опробовав, сделав пробу на наличие золотого песка, выяснилось, что здесь находится хорошее золото и даст республике выход и рост. Так застолбили первый прииск, и в честь этого ключа незаметного был прииск назван Незаметный. Так образовался наш город Алдан. Это были вот такие вот факты из истории. То есть неспроста наши жители ответили правильно, ведь золото все-таки это такой главный, наверное, да, ваш флагман, да, это вот, то есть город Алдан знаменит. Но на втором месте ответ среди наших горожан был железная дорога. Расскажите, как сейчас развивается ваша промышленность. Давайте вспомним, кто стоял у истоков основания железнодорожной деятельности в Алдане. Ну, Байкало-Амурская магистраль, она, конечно, была развита комсомольской стройкой в 80-е годы. Но только уже в декабре 1992 года было открыто вот это вот движение на Алдане, железнодорожное движение. Это движение продолжило дальнейшее строительство, и пассажирские поезда уже пошли Алдан-Тамот в 2004 году. Ну а уже в 2011 году в ноябре было закончено строительство железной дороги до станции Нижняя Бестя. На сегодняшний день у нас 28 июля 2019 года действует вот это вот пассажирское движение. И мы имеем связь из республики с остальными регионами страны. Ну и я слышала где-то, когда-то, да и не только я, наверное, многие наши телезрители, о том, что в Алдане растут тополя. Есть ли факты какие-то в истории об алданских тополях? Да, все верно. Как местное самоуправление в 30-х годах, когда начали появляться новые улицы в городе, приняло решение о том, чтобы озеленить наш город. И были завезены саженцы тополей из поселков Якакит и Якакут. Каждому предприятию, жителю было поручено посадить эти деревья. Но самое интересное, что в этом деле участвовали школьники и студенты Алдана. И даже влюбленные пары садили свои деревья и потом ухаживали за ними. Сейчас это, конечно, огромные тополя. Но главное богатство любого города – это, конечно же, его жители. Вот расскажите несколько слов о таких самых выдающихся алданцах, о почетных гражданах вашего города. На сегодняшний день у нас в районе 84 почетных гражданина Алданского района. Среди них есть жена Вальдемара Петровича Бертина, это Бертина Татьяна Лукьяновна. Она в свое время, когда муж занимался золотой промышленностью, занималась движением женских коллективов, продвигала ихнюю жизнь и, естественно, помогала во всем.
А есть у нас почетный гражданин Алданского района Захаров Виктор Николаевич. Он является первооткрывателем эмельжакского месторождения слюды флагопит. А именно в годы войны эта слюда флагопит тоже добывалась, и было добыто 115 тонн. Вот так, да? Ну что, спасибо большое, Оксана Михайловна, за то, что поделились вот такими историческими событиями в прямом эфире «Утро Якутии». Передайте, пожалуйста, привет, возможно, вашим друзьям, родственникам, близким. И, конечно же, призовите наших телезрителей голосовать за ваш город трудовой славы все-таки. Дорогие и уважаемые алданцы и якутяне, проживающие в республике и за пределами Якутии, я обращаюсь к вам проголосовать за наш город Алдан, золотую кузницу, которая дала промышленный статус нашей республике. Отдайте свой голос на сайте Трудовой Алдан и своим голосом поддержите тех тружеников, которые внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Ну и поделитесь со своими родными и близкими об этой новости. Оксана Михайловна, спасибо вам большое. Мы, конечно же, верим, и мы прям держим пальцы крестиками за то, чтобы все-таки Алдан получил то самое звание, потому что это достойно будет, да, вашего города. Спасибо вам большое. Смотрите «Утро Якутии». Спасибо. Передаем вам пламенный привет. Да здравствует город Алдан. На этом время нашего эфира подходит к концу. Дорогие друзья, напоминаем вам о том, что каждое утро на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха мы встречаем утро вместе с вами. Всего вам самого хорошего, позитивного утра, доброго дня и, конечно же, увидимся завтра.